Я никогда не видел вас таким напористым. Вы обычно вот такой очень такой Ну, потому нежный. что для меня эта тема очень важна. Эти НГОшники или эти из Гарварда вообще жизнь порох не нюхали, жизнь не знают, приходят тут это самое. Вот видите, я специально для этого лаптоп взял с собой. Ну Как да, раз я вижу, с наклейками, да? Как НПОшник. Да, как НПО. И, кстати, привет дадим Богдану Цирде, который тоже был стипендиантом Сороса. Откуда вы появились в правительстве, господин Богдан? Ну, хороший вопрос. Сейчас по телеграммам тоже сейчас разойдется. Там лучик света объясняет, как появился в правительстве. У вас кличка Лучик Света? Плохотнюк собирает послов всех молдавских на совете и рассказывает то, что все министры в правительстве, которые он как бы руководил де-факто, получают там конверты с деньгами. Ну, для меня это был шок. Сейчас зарплата, которая есть у госчиновников, позволяет прожить нормально в стране и делать свою работу честно. Давайте будем честны. То есть президент страны зарабатывает там 16 тысяч лей. Ну, да? Премьер-министр... Меньше, чем Башкан Гагаузии. Кстати, у премьера зарплата такая же примерно, да, то есть 15-16 тысяч лей, Ну, да? кто-то сейчас скажет, что, к примеру, грех жаловаться и так далее. Ну, согласен. Вот кто скажет, что президент Санду ворует? Никто не может это сказать. Бывшая Башкан Гагаузии распространяла много вранья по этому поводу. Бывшая Башкан Гагаузия, она специализируется на этом. На этом. Хорошо, не знал. 200 миллионов задокументированных денег были инвестированы Российской Федерацией в пропаганду, в дезинформацию, да, для того, чтобы добыть результат, при котором пророссийские силы получат то, что они давно хотят. Могут быть разные мнения, но факт остается фактом. Свободный, независимый голос людей был в сторону необратимого процесса европейской интеграции. Люди не хотят жить, как они видят, что живут в той же даже самой Российской Федерации. Мы не говорим там, давайте будем против России. Мы говорим о том, что, пожалуйста, давайте жить уважительно. Давайте на минуточку подумаем этой осенью, если здание по адресу Пьяцца Мария Дунер Национале, который называется правительством Республики Молдова, будет управляться силами, я даже хочу сказать, лукавыми силами. Вот, Для меня, как для проевропейского гражданина страны, это катастрофа. Многие удивятся, но вы почти из Гагаузии. Можно и так сказать. Я следил внимательно за встречами премьера со всеми мэрами автономии. Я ни разу не встречал за закрытыми дверями мэра, который бы сказал бы там, что он не согласен с европейской интеграцией Молдовы. Репостили эту историю с гагаузским флагом, конечно. А как вы объясняете, что вы ответите тем, кто говорит, что он должен был? Ну, что я могу ответить? Я написал каждому там под комментарием, говорю, прекратите врать. Народное собрание. Конечно. Столько ресурсов. Унде бану келтуит. Куда тратятся деньги? Будет мудро и для гагаузов в южной части нашей страны просто-напросто иметь повыше стандарт людей, которых избирает на эти высокие ответственные должности. Вы еще на это надеетесь? Я надеюсь. Сила всегда в руках людей, которые могут голосовать, исходя из принципов, в которые они верят. Приветствую вас, друзья. Вы смотрите очередной выпуск программы «Цена свободы плюс». Это передача, где мы с гостями говорим о судьбах страны. Сегодня наш гость Даниил Вода, пресс-секретарь правительства Республики Молдова. Даниил, приветствую вас. Добрый день, здравствуйте. Спасибо еще раз за приглашение. Наконец-то в таком формате, не только онлайн. Тет-а-тет. Да, как получается, поговорим по душам. Да, обычно мы с вами, видимся по онлайну, да. Спасибо большое, что нашли время. Я начну с такого общего вопроса, где-то, может, даже с позитивного. Пусть меня забросают камнями, да, представителю власти, понимаете. Откуда вы появились в правительстве, господин Богдан? Ну, хороший вопрос. Сейчас по телеграммам тоже сейчас разойдется. Там лучик света объясняет, как появился в правительстве. У вас кличка Лучик Света? Ну, я читаю телеграммы, это как бы интересные вопросы, и мне кажется, вот в этой передаче очень важно поговорить и объяснить людям те нарративы фальшивые, которые расходятся. Но, отвечая на вопрос, я пришел в правительство по приглашению премьера Речина, и это не секрет для никого, что до того, как я был в должности пресс-секретаря правительства, я был пресс-секретарем МИДа. Я дипломат, поэтому, например, иногда мои заявления они носят такой объемливый характер. Иногда нужно вкратце некоторые вещи объяснять. Где-то я бы сказал, чересчур няшный.
Ну, и мне кажется вообще, что для того, чтобы объединять и продвигать единство страны, в моей должности, которая является такой, представлять правительство, проевропейское правительство, я всегда должен быть правильный и объяснять с добротой и эмпатией те вещи, которые мы делаем, даже для наших оппонентов. И иногда, кстати, это неравный бой, потому что я могу использовать только правдивые доводы, а против нас расходится полным минометом разного арсенала. Почему я задал вопрос, когда вы появились? Это очень интересный вопрос, потому что вы пришли из неправительственного сектора. Вообще ваш бэкграунд — это неправительственный сектор. Ну, в принципе, как и мой бэкграунд. И как и бэкграунд очень многих тех, кто в правительстве, да, на различных должностях, даже возглавляют министерство люди с бэкграундом в НГО. Да? Мы очень часто слышали, особенно когда было первое правительство ПАС Натальи Гаврилицы, и потом скажем так, два таких эпитета или два выражения. Эти НГОшники или эти из Гарварда вообще жизнь порох не нюхали, жизнь не знают, приходят тут это самое. Вот видите, я специально для этого лаптоп взял с собой. Ну да, я вижу, с наклейками, да. Как НПОшник. Да, как НПО. Ну и, естественно, вот этот упрек, что они МПОшники, на это еще наложился вот эти вот, компания, которая, я даже не знаю, если это компания, вот весь нарратив, да, который идет из России, Соросята, деньги Сороса и так далее. Понятное дело, что очень многие неправительственные организации в Республике Молдова, вообще неправительственный сектор Республики Молдова зародился при поддержке фонда Сороса, который, кстати, в Республике Молдова по-прежнему называется фондом Сороса. Здесь, кстати, привет дадим Богдану Цирде, который Да, тоже да. был стипендиантом Сороса. То, что люди, очень многие в правительстве из неправительственного сектора, это проблема, преимущество, как вы это оцениваете? Ну, мне кажется, И что... что вы ответите тем, кто говорят, что как бы эти вообще жизнь не видали и так далее? Ну, во-первых, я скажу, что в правительстве работают разные люди. То есть Ну, там понятно. профессионалы своего дела. То есть есть министры, которые пришли из неправительственного сектора, есть коллеги, которые работали в министерствах. Даже говоря о себе, то есть сейчас это будет тоже привет там российской пропаганде. Я окончил МГУ, только не московский, а молдавский государственный университет. Я испугался. Кто, где, как. И после университета я принял такое решение профессиональное. Вот во время студенческих лет я работал в разных неправительственных организациях, набирался опыта. Это, кстати, очень интересно. То есть, когда особенно ты студент, у тебя много энергии, ты хочешь реализовать разные инициативы. Это можно, кстати, просмотреть и онлайн. И после того, как я взял диплом международника, то есть я решил для себя набраться опыта в госуправлении, понять, чем дышит государство, как работает бюрократия. И здесь, кстати, я хочу подчеркнуть, что самая организованная интеллектуальная масса в Республике Молдова — это, конечно же, публичный сектор. То есть это и коллеги, которые работают на местном уровне, и коллеги, которые работают на центральном уровне. Потом на втором месте идет бизнес, и на третьем месте идет НПО. Подрываете распространившийся стереотип. То есть даже несмотря на то, что в публичном секторе очень низкие доходы, там по-прежнему сохраняется интеллектуальный потенциал. Конечно. И здесь я хочу сказать, что в любом учреждении можно найти людей, которые работали, и когда зарплаты были там, не знаю, допустим, скажем, там 100 евро, и сейчас, когда зарплаты более, то есть улучшенные. А вы можете объяснить, что держит профессионалов. этих людей там? Во-первых, желание и то, например, то есть, что помогло и мне прийти на госслужбу, да, то есть я в 2014 году, когда принимал решение, да, работать там в частном секторе или пойти в публичный сектор, я для себя решил, то есть я был молодым специалистом, я знал в тот момент, я тогда еще не имел семьи, детей и так далее, я знал, год, потому что вы закончили университет. Университет, да. И я принял решение пойти на госслужбу, потому что я знал, что там зарплата меньше, и у меня есть энергия, у меня есть идеи, я хотел набраться профессионального опыта. И это решение я понимал. Я, кстати, после этого каждому стажеру или каждому молодому человеку, который оканчивал университет, я советовал этот же путь. Потому что когда у тебя
например, доход меньше в этот момент, когда у тебя там много энергии, и ты только кончил университет, такой оптимизм, драйв. И в этот момент на госслужбе в разных должностях ты можешь набраться опыта от людей, которые работают в этой госслужбе больше времени. И я хочу сказать, что вот за эти там, допустим, 9 лет, то есть я с 2014 года вот до сих пор работал Уже в почти МИДе, в 11. правительстве, это 10 лет получается. Ну, 11 почти. 11, да. Ну, 2 года в правительстве, в МИДе я был 9 лет, грубо говоря. И я работал и в стране, то есть в центральном аппарате министерства, и за рубежом, представляя Молдову в нашем посольстве в Токио, работая там в команде, продвигая и там экономические, политические интересы страны. Ну, И в что МИДе вы не были на коммуникационных должностях. я имел 2 года и должность пресс-секретаря МИДа. В Мгм. 2020 году это, кстати, интересный опыт, потому что это была пандемия, очень много фейков и дезинформации. То есть у меня опыт борьбы с дезинформацией, он практический. То есть каждый раз, когда мы собираемся с коллегами там, из Евросоюза, с коллегами из США, с коллегами там, из других стран, опыт набрался вот за этот период. То есть с 2020 года это COVID-19, потом началась эта война жестокая России против Украины, когда просто-напросто вранья в публичном пространстве было столько, что мы просто старались работать на опережение. И сейчас уже в контексте работы в правительстве, где я имею возможность работать вот со всеми коммуникаторами и с коллегами, которые работают в этой области. Хорошо, потому что почему я задал этот вопрос, это очень интересный, с моей точки зрения, вопрос, очень интересная тема. Потому Да. что мы говорим о недостатке квалифицированных человеческих кадров в сфере госуправления. Одна из причин, с моей точки зрения, это низкие заработные платы. М. Я говорил вот недавно, не буду говорить, с кем был этот разговор, тоже разговор был про то, вот скоро выборы, как бы идти, не идти. Ну, человек задавал вопрос, как бы. И я его спрашиваю, а ты бы пошел? Он говорит, а сколько там получает зарплату? Я говорю, ну вот министры получают, там, не знаю, там, депутат получает 15 тысяч, у него зарплата, я не знаю, сколько. Примерно столько. Он говорит, нет, еще нет. Мгм. Что такое 15 тысяч? То есть это очень, очень маленькие доходы, да, то есть Мгм. как бы... а, Как почему люди идут в госсектор? Можете объяснить, да? То есть как бы и с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что там попытки любые повысить заработную плату государственным служащим, они сталкиваются с очень большим сопротивлением, да? То есть там целые компании. Зачем? При этом ты понимаешь, что министр, который управляет секторами, где крутятся миллиарды, да, и бюджет его министерства это миллиарды, и он получает 15, даже 30 тысяч лет от его росписи и решения зависит, там, не знаю, выделение там на миллионы, ты понимаешь, что это как бы ненормально, да, то есть как бы тут очень, во-первых, с одной стороны, очень тяжело удержаться от соблазна, мы понимаем, я сейчас ни на что не намекаю, да, но просто я пытаюсь поставить его на свое место, да, то есть как бы... И в то же самое время мы жалуемся, что мало людей туда идут, и в то же самое время мы не готовы как общество платить этим людям как бы достойно. Вот в этом круге вопросов, которые я обозначил, да, то есть Да. достойна ли заработная плата, почему люди идут туда, если низкая заработная плата, и как вообще с этим Ну, справляться? давайте будем честны. То есть президент страны зарабатывает там 16 тысяч лей, да? Ну, Премьер-министр... меньше, чем Башкан Гагаузия, кстати. Кстати, у премьера зарплата такая же примерно, да? То есть 15-16 тысяч лей, Ну, да? кто-то сейчас скажет, что, к примеру, грех жаловаться и так далее. Ну, согласен. Ну, давайте как бы объясним и разъясним Да, это давайте. все. И там, да, и вправду у министров, кстати, у министров оклад это такая история, то есть начиная там от того, что люди говорят там, что 100 тысяч, например, бывшая Башкан Гагаузии распространяла много вранья по этому поводу. Бывшая Башкан Гагаузия, она специализируется на этом. На этом. Хорошо, не знал. Но что я хотел сказать, что для человека, который была на госслужбе, мне кажется, что важно говорить людям правду. Но Которая всю не об жизнь была этом. на госслужбе. Да? Хорошо. Взяли на заметку. Но что хотел сказать, что у министров, например, зарплата там получается 40 тысяч лей примерно, плюс-минус. Министры, кстати, в этом правительстве не получают там надбавки. Вот некоторые там То есть недруги вы ушли говорят. от этой практики, да? Ушли, потому что зарплата, во-первых, в госсекторе зарплата повысилась по сравнению там с трех лет назад, да. То есть раньше как это все
было. Это было примерно так. Там зарплата была маленькая у госслужащих, И включая выезжали за министров. счет надбавок, премий И потом уже там разные, не только надбавки, но там те, кто имели руководящие должностные там роли, там получали. Например, бывший наш посол в Японии, бывший министр Василий Бумаков, у него есть книга «Блад де миллиарды» называется. Можно ее, кстати, купить и прочитать. И он там пишет эпизод, когда там Плохотнюк собирает послов всех молдавских на совете и рассказывает всем послам молдавским в то время, это было примерно грубо говоря, 7-8 лет назад, да, и рассказывает то, что все министры в правительстве, которое он как бы руководил де-факто, получают там конверты с деньгами. Ну, для меня это был шок. Это читать вот в книге, где человек ответственно говорит о Ну, том, там, что... по-моему, в те времена все получают, начиная от советников и заканчивая Ну, там это министрами. плохо, это шок. Не, я согласен, То есть конечно, это шок. да. И здесь уже пришла команда. Я, кстати, когда говорю это, я хочу сделать дисклеймер. Я не являюсь членом правящей партии, то есть я ценю это как гражданин, который имеет свою гражданскую позицию. То есть для меня кажется это круто, когда у нас там президент страны, человек, который, все знают, что это честный политик. Ну, это уникальная ситуация во всем мире. Сейчас недавно господин Гордон Дмитрий был в нашей стране, и в разговоре там говорили, что вот у нас там депутат получает так, там министр получает так. Он такой, да, то есть только зарплату. То есть это удивляет. То есть вот просто сказать кому-то, что там президент не ворует, то есть вот кто скажет, что президент Санду ворует? Никто не может это сказать. Или там господин Речан, человек, у которого есть свой достаток, у него есть свой бизнес, он заработал эти деньги честно, и это, мне кажется, важно, потому что сейчас вот законодательство Молдовы говорит, что все должностные лица, судьи, прокуроры, министры, должностные любые функционеры должны представлять свой доход. Кстати, сейчас новое законодательство говорит, что и главы партии тоже должны это делать. Мне кажется, это важно, транспарентно. Поэтому Ты должен некоторые главы объяснять. партии, несмотря на то, что у них нет должностей, они опубликовали свои декларации Ну в да. этом году. Да. И это важно, чтобы люди видели, смотрели, чтобы это было все транспарентно и ясно. Раньше люди воровали из-за этого, потому что зарплаты были мизерные, и коррупция была частью как бы идеи, вокруг которой То есть вы работали. считаете, что зарплата нормальная? Я считаю, что сейчас зарплата, которая есть у госчиновников, позволяет прожить нормально в стране и делать свою работу честно. И это не касается только там правительственных должностей и так далее. Это касается всех. И вообще мне кажется, что нужно больше работать над тем, чтобы возможности не только публичного сектора, но и частного сектора увеличивались, и чтобы эти доходы были транспарентны. Да? И здесь я хочу сделать отметку. Вот недавно мы говорили про минимальный оклад и средний оклад в стране. 3 года назад минимальный оклад в Республике Молдова было 2900 лей. Сейчас это 5500, Да. то есть повышение на 87%. Теперь, исходя из этого, это же сразу повысились доходы у людей, которые были там на минималке. Средняя зарплата. Там 3-4 года назад средний оклад был там 5 с чем-то тысяч лей. Сейчас прогнозируемый оклад 16 100 в 2025 году. Переводим это на евро. То есть если 3 года назад это было 450 евро, сейчас это 800 евро. И мне кажется, что это средняя зарплата. И есть, конечно, критики, которые скажут, что ну да, конечно, это берешь там зарплату, у кого-то там 1 000 000, у кого-то там 5000, и средняя зарплата это та. Но это, то есть, неправда. То есть в частном секторе, в публичном секторе, это, конечно же, в зависимости от области, где работаешь, но оклад достойный. Но мы все должны исходить из того, чтобы это было по-чистому, то есть чтобы люди платили налоги, потому что от этого зависят и пенсии, и развитие самой экономики. Многие удивятся, но вы почти из Гагаузии. Можно и так сказать. Можно и так. Почти гагаузский. Я, кстати, очень люблю гагаузскую автономию, гагаузскую культуру. У меня есть много друзей, которые из Гагаузии. И я очень внимательно слежу за событиями, которые проходят в Гагаузии. Я слежу за вашими программами, за гостями, которые участвуют. И что меня всегда удивляет в гагаузском народе, это то, что это люди такие, которые очень громкие. То есть если люди смеются, это слышно. Если люди там... Хотя сейчас в Гагаузии не до смеха. Да. Но в зависимости от событий, не только политика, есть и Другие позитивные. другие позитивные моменты. Но что я хотел сказать, что я всегда встречал добросовестных, ярких, открытых людей. Я не говорю сейчас о политиках, я говорю о людях.
Я помню, Ну, этих же политиков кто-то выбирает. я согласен, и поэтому нужно общаться, нужно объяснять, нужно... Мне запомнился диалог, который я имел в Камрате, когда разъезжали по поводу референдума в прошлом году. Мгм. И на рынке в Камрате был один гражданин, который сказал примерно так. Он говорит, что вот у него друг в Кантемире. Мгм. И когда что-то происходит там на политическом уровне, он звонит своему другу молдавану в Кантемир и говорит, что там твои молдаване делают? И молдаван ему обычно отвечает, ну ты смотри там за своими там гагаузами, что они делают. И вот такой вот казус обычного человеческого общения Мгм. показывает тот факт, что мы должны не позволять людям разъединять, политикам я имею в виду, разделять людей и заставлять как бы брать то мнение, которое не свойственно нам, а наоборот работать на то, чтобы мы вместе строили, вместе работали, вместе просто-напросто гордились нашей Молдовой. Потому что если мы можем, тогда и Молдова сможет. Кто определяет коммуникационную политику правительства? Ну, это как бы командная игра. Потому что Мгм. что значит коммуникационная политика? Никогда, вот с моей точки зрения, коммуникация не ставится впереди телеги. То Мгм. есть не коммуникация должна тянуть те решения, которые принимаются в правительстве, а принимаются определенные решения, которые важны для Мгм. общества, и мы должны прокоммуницировать очень хорошо те решения, которые принимаются. И это как бы нормальная коммуникация правительства, то есть где мы должны объяснять людям, какие решения принимаются. И есть, конечно, срочные вещи. Например, там что-то произошло, нужно быстро там написать реакцию или быстро там отреагировать на что-то. Это другой вопрос. Но самая главная наша работа, и это определяем все мы как команда, то есть пример вместе с командой министрами имеют повестку правительства. Что это значит? Что каждую неделю собираются, разговаривают о тех решениях, которые будут приниматься в среду, когда будет публичное заседание этого правительства. И это громадная работа до того, как это все доходит в этот час, в среду, когда это все представляется публике. То есть команда бюрократов, то есть команда функционеров, про которых мы ранее говорили, которые готовят документы, проорганизовывают консультацию, общаются с людьми, объясняют. И исходя из этого, получая всю эту информацию, получая элементы тех решений, которые принимаются, мы уже как команда там, примера по коммуникациям начинаем работать. И работаем, кстати, с замечательными коллегами в департаменте коммуникаций не только правительства, но и других министерств, где мы объясняем, как говорится, не на языке бюрократии, а на человеческом языке те решения, которые принимаются. А кроме вас, кто такой? Потому что пресс-секретари министерств особо как бы не видны. Такое ощущение, что за все министерства отдуваетесь вы. Как это вообще работает? Как Ну, вы это знаете, это из-за того, что обычно, когда проблемы, то это Мгм. сразу правительство отвечает. Когда что-то хорошее, уже отдельное министерство коммуницирует. Но у нас есть пресс-секретари разных ведомств, и кроме этого у каждого министерства, то есть человек, который отвечает за дела с прессой, Мгм. а отдельно есть и команды людей, которые, например, там принимают там определенные решения по разным вопросам. И важно, чтобы и команда коммуникации, и команда разные департаменты, которые там принимают секториальные решения, чтобы они работали сплоченно. Даже у нас в правительстве, например, есть там команда премьера, которая каждый раз, когда есть какие-то вопросы, вот мы быстренько заходим, спрашиваем, находим. Конечно, моя должность, то есть в чем состоит, что иногда некоторые вопросы можно решить быстрее, в том смысле, что если что-то происходит, я как пресс-секретарь правительства могу быстро и оперативно там Мгм. связаться с ребятами из профильных министерств. И то есть у меня, то есть моя точка зрения или в то, во что я верю, это то, что журналисты, как те, кто общается с народом, и коммуникаторы, то есть те, которые коммуницируют за наш государственный аппарат, это не люди, которые находятся там по разным баррикадам, это люди, которые работают, ну, с моей точки зрения, над одним принципом, чтобы народ, чтобы люди понимали решения, которые принимает власть по определенным вопросам. И иногда есть тяжелые вопросы. Например, у меня каждую неделю брифинг. Я никогда не знаю заранее, какие будут там тяжелые вопросы по разным темам.
Но я обязан, исходя из своей должности, подготовить весь спектр и иметь ответ. А если нет ответа, честно в этом признаться и сказать, что сейчас нет ответа. Даже если мы в прямом эфире, даже если это сейчас снимается, например, на камеру, нужно объяснить конкретно и никогда не говорить неправду. И, кстати, я очень горд, Михаил, что вот в своей работе, и когда я работал пресс-сектором в МИДе, и сейчас, когда работаю в правительстве, ни разу, и мне не приходилось лгать своему народу, да, то есть нашим людям. И я бы хотел бы спросить себя, конечно же, риторически, если это могли бы сказать и коллеги других стран, которые распространяют очень много Сейчас лжи, мы об этих исключительно коллегах- за нашу страну. Тут не могу не задать следующий вопрос. Вы наверняка часто слышите, что правительство или нынешняя команда в правительстве не в состоянии скоммуницировать даже те позитивные вещи, которые они сделали, да? То есть, как бы есть мнение, и я где-то отчасти, наверное, с ним соглашусь, что правительство как-то не слышно, коммуникации как-то не слышно в связи с тем, что мы проигрываем вот эту вот коммуникационную борьбу, причем не внутри страны, а с тем самым государством Россией, которое ну, ведет очень активную э, дезинформационную, ну, по сути, гибридную войну против Республики Молдова. Выходит какая-нибудь Маша Захарова, там, когда она обычно выходит по понедельникам и по вторникам, она эксперт во всем, да, что касается Республики Молдова. И на каком языке нужно говорить, и что нужно кушать, и кто куда ходит. И вот эта вот штука, мы ее, такое ощущение, что Республика Молдова ее проигрывает. Более того, особенно учитывая тот момент, вот недавно на интервью был у меня господин Царану, который говорит, что в Республике Молдова на румынском языке говорят 70% населения, а на русском языке говорят все 100%. В общем, все 100% понимают русский язык. Но есть регионы, допустим, как Гагаузия, как Тараклия, как значительная часть Бессарабского района, как некоторые районы на севере. Да? И в Кишиневе есть отдельные районы, да, где люди ну, не говорят на румынском языке. Что это означает? Если премьер-министр или президент выходит и коммуницирует что-то на брифинге на румынском языке, это их основной язык, да, то люди в этих регионах, которые на румынском языке не говорят, да, вот те самые 30%, которые вообще не говорят на румынском языке, а это достаточно много, они просто не понимают, что говорит президент и что говорит премьер-министр. Нужно, чтобы им кто-то перевел. Как правило, переводом занимается, ну, я сейчас утрирую, условно говоря, Маша Захарова, да, но Маша Захарова не только переводит, она еще и интерпретирует. Вот с этой точки зрения, да, то есть как бы нет ли у вас ощущения, что Республика Молдова и в частности, да, то есть как бы нынешняя команда правительства при всех позитивных моментах, да, которых очень много, да, проигрывает вот эту вот информационную и коммуникационную борьбу, Но, если не сказать войну. да, понял. Тяжелый вопрос, хороший вопрос, четкий вопрос. И я Но здесь других вопросов мы здесь не задаем. Ну, понятно. Я не соглашусь с тем, что информационная война проиграна по следующим 3 аргументам. Да. Номер 1. В прошлом году, когда у нас были президентский и референдум, то есть президентские выборы и референдум, Да. 200 миллионов задокументированных денег, то есть это получается то есть процент ПИБа Молдовы, да, Мгм. были инвестированы Российской Федерацией в пропаганду, в дезинформацию, да, для того, чтобы добыть результат, при котором пророссийские силы получат то, что они давно хотят. Контроль Хорошо, вот над страной. прямо здесь, не уходя от, что Да. называется, далеко. Кто-то скажет, что референдум муки куцитулы, да, то есть как бы на лезвии ножа мы прошли там 10 тысяч голосов, перевес был. И то это якобы из-за того, что Дадон неправильно сориентировал своих избирателей, и поэтому референдум выиграли. Что вы на это ответите? Могут быть разные мнения, но факт остается фактом, Мгм. что все в молдавском обществе знают, что при этом мухляже, который был организован в то Но время, 200 миллионов это не просто мукляж, это... это огромнейшие средства. Это исключая схему там Шора, исключая, как вы сказали, это карусель голосования, кто-то голосует, кто не голосует, кто-то бойкотирует, кто-то не бойкотирует. Но при всем этом
Даже если будут там выкалывать глаза и говорить про вот эти 10 тысяч голосов или 14 или 15 или так далее, свободный, независимый голос людей Мгм. был в сторону необратимого процесса европейской интеграции. И все в нашем обществе знают, что если убрать вот весь этот сыр-бор, эта бы цифра была бы выше. Ужас, да. Потому что настроение в обществе показывают, что люди не хотят жить по старинке. Посмотрите, какие модели развития. То есть просто-напросто люди не хотят жить, как они видят, что живут в той же даже самой Российской Федерации. И то, что мы просим уважения. То есть для нас в принципе, то есть для премьера Ветчина, для президента страны, для всего правительства важно исходить из уважения. Например, это если сравнить с человеческими отношениями, да, то есть мы становимся друзьями с людьми, с которыми у тебя есть о чем поговорить, у тебя ценности общие, ты ходишь, не знаю, там, в одну и ту же церковь, на одно и то же место работы, да, и в этом контексте тебя что-то объединяет с этими людьми. Так и для Молдовы у нас больше общего с европейскими странами. Теперь у тебя есть кто-то, кто постоянно тебе говорит, ты такой, ты сякой, та-та-та, та-та-та-та-та. Там имеет там, издевается над людьми, которые в Приднестровском регионе. Вот мы видели, что произошло этой зимой, да? Мгм. И при всем при этом мы же не ратуем за то, чтобы быть против кого-то. То есть мы не говорим там, давайте будем против России. Мы говорим о том, что, пожалуйста, давайте жить уважительно. То есть вы живете в своей стране, пожалуйста, живите. Это страна, которая на 2 континента расходится. Мгм. Мы будем жить уже по своим правилам. Это первый мой аргумент в моем ответе, который я хотел вам дать по поводу той информационной войны. То есть это внешний фактор и то, что молдаване доказали, что при всем этом прессинге необратимый путь страны именно находится туда, куда хочет пойти весь народ. Да, а в Это чем раз. по поводу правительства вопрос, как бы, да, Да, то есть, да, молдаване выбрали, безусловно, да. да, 10 тысяч голосов, это факт, и с вами согласен, перевес. Но в чем задача и заслуга вот коммуникационной политики правительства, которая обеспечивает результат? Но это все связано. То есть, во-первых, давайте будем откровенны. То есть не сразу все зависит от правительства, и не сразу, когда что-то идет плохо, тоже должно быть правительство Мгм. виновато. Роль правительства, то есть то, что мы обещали людям, и то, что обещал премьер Ильчан в первый день, когда получил вотум доверия в парламенте, это то, что он хочет, чтобы в стране был мир, чтобы экономика вышла из рецессии, да, Мгм. чтобы мы имели прирост в экономике. Вы помните, когда пришел премьер Ичан, инфляция была 30%, то есть была огромнейшая цифра инфляции. И необратимость европейского пути. И мне кажется, что заслуга этого правительства, при всей критике, и которую я уважаю, я сердечно уважаю эту критику, без критики мы не можем улучшить жизнь граждан. У нас мир, у нас стабилизировалась экономика, то есть Мгм. даже если некоторые, вот даже у вас в эфире мы обсуждали тот факт, что у нас прирост там 0,1, это можно сказать, что почти нет прироста, да. Но тоже это правительство добилось того, потому что нам доверяют, помощи от Евросоюза, и вот у нас будет 1 900 000 000, включая те первые деньги, которые уже придут в следующие месяцы, которые мы представили в бюджете плюс, где у нас 1 000 000 000 на дороги, 1 000 000 000 на населенные пункты, 1 000 000 000 для развития инфраструктуры на местном Миллиард уровне. лей вы имеете в виду? Леев, да. И вот все эти ресурсы, они ориентируются на то, то есть у нас получается в бюджете плюс 8 миллиардов, да, Мгм. это факты, то есть это реальные деньги. Это там не то, что Шор говорит, аэропорт в Камрате, а Гуцул постоянно себе делают там команду бабушек в Кишневском аэропорту, да. То есть мы говорим о реальных вещах, которые пацан сказал, пацан сделал, грубо говоря, да. И это, конечно, может быть минимизироваться в политической дискуссии. То есть, конечно же, оппоненты могут там использовать, сказать, что неуклюже сделано было то, неуклюже было сделано то. Но факт остается фактом. Мир, стабильность, которой сейчас мы работаем над тем, чтобы у нас был экономический рост с этими в бюджете плюс, эти 8 миллиардов, Мгм. которые идут и на компенсации в энергетической сфере, и на прирост экономики, и, конечно же, дальнейшее развитие европейского курса Молдовы. Это важно. Давайте на минуточку подумаем этой осенью,
Если здание по адресу Пьяцца Мария Дунер Национале, который называется правительством Республики Молдова, Мгм. будет управляться силами, которые потратили, я даже хочу сказать, лукавыми силами. Было вербное воскресенье, и мы видели, как в Сумах, Да. в Украине, Да. разбомбили детские площадки. И мы видим, как некоторые молдавские политики, они закрыли глаза на это. И поэтому для нас очень важно немножко представить себе, что произойдет, если этой осенью это здание будет в руках людей, которые продвигают эти интересы. Ну вот, понимаете, вот на Для самом деле меня, как для проевропейского гражданина страны, это катастрофа. мы сейчас немножко, может быть, отвлечемся, Давайте. но это, по сути, очень многих и пугает, что на трагедию в Сумах, и не только на трагедию в Сумах, на трагедию в Кривом Роге, которая была недавно, да, Да. и вообще солидарность с Украиной, как с нашим соседом в этой несправедливой и преступной войне, которую ведет против Украины Российская Федерация, по сути, солидарность проявляет ну, только одна политическая партия, сила, которая ну, по результатам опросам проходит следующий парламент. Да? Все остальные, которые проходят следующий парламент по опросам, я сейчас не говорю за все политические партии. Я говорю за те политические партии, которые имеют шанс пройти в следующий парламент. Кроме ПАС никто не солидаризировался с Украиной. Очень многих именно это и пугает. Поэтому здесь очень важно обсуждать именно коммуникационную политику. Да? То есть очень многих пугает, что только ПАС, и что, если ПАС не возьмет большинство? То есть очень многие об этом думают. Да? То есть как бы я сейчас не то, чтобы я сейчас не задвигаю за ПАС. Да? То есть как бы я в целом задаюсь вопросом, и очень многих людей это на самом деле пугает. Окей. И ты видишь, что отмолчались. Одна вообще была сказала, что она помолилась в церкви и ни слова не сказала о трагедии в Сумах. Это Красивые фотографии, кстати. буквально через 2 часа после того, как все обсуждают это, она делает пост и ни слова о трагедии в Сумах. Вот коммуникация Страшно. здесь, понимаете, да, согласен, коммуникация с этим связана, да, то есть как бы что, да, страшно представить, что будет, если, как вы сказали, здание на площади Великого национального собрания будет управляться другими людьми, которые не способны солидаризироваться с Украиной, которые продвигают российские нарративы, и это очень многих пугает. И поэтому, мне кажется, как никогда, вот как ложь распространяется моментально. Так что вы делаете, чтобы эта ложь не распространялась? Говорим правду. И очень важно, чтобы не только об этом говорили, там, не знаю, там, официальные представители, там, пресс-секретари, люди вирализировали правду. Вот даже с ковидом, урок, который мы усвоили, вот реально тогда приходили медики, доктора, объясняли, делать раз, два, три, четыре. Вы помните в то время, когда приходили другие люди, говорили, нет, это там антенны 5G, это все не работает, одно другое. Господин Тул, я никогда не видел вас таким напористым. Вы обычно вот такой очень такой Ну, потому нежный. что для меня эта тема очень важна. Смотрите, в связи с этим вопрос. Ваш вот этот позитивный стиль, Да. дзен-стиль, да, то Да. есть он, с вашей точки зрения, он работает в условиях, когда мы видим такую агрессивную пропаганду, которая идет с России. Опять же, возвращаемся к той же Маше Захаровой, которая каждую неделю выходит и просто вот обвиняет во всем, во всех грехах, да, Республику Молдова. Вы пытаетесь это все вот так вот, да, то есть позитивно, на позитиве. Это помогает, это работает, с вашей точки зрения? Во-первых, я хочу сказать, что молдаване — это мудрые люди, и молдаване — это люди, которые не любят конфликт М. и не любят дешевые скандалы. Мгм. И то, что есть такие вот силы и такие люди, говорящие головы, да, которые просто-напросто закидывают там тему и пытаются рассорить правый берег с левым, гагаузов с молдаванами, русскоговорящих и румыноговорящих, люди, которые говорят на румынском языке, или те, кто, например, называет язык молдавским по разным соображениям, Мгм. да. И вот это Ну, все понятно, по каким закидывается. соображениям, да. Это все закидывается. Для чего? Той же упомянутой ранее ужом на сковородке, который пытается вот все это извертеть, поменять смыслы, изменить. Мгм. Поэтому я, кстати, иногда даже могу себе зеркало на заседание правительства взять, чтобы показать, что то, что говорится, Мгм. люди должны посмотреть себе в зеркало. И подумать, если то, что говорится, это не говорится про то, что они делают. То есть каждый раз, когда
выходят такие вот заявления. С нашей точки зрения мы должны спокойно, тихо объяснить, разъяснить и говорить правдиво. Хорошо, возвращаясь к вот этой пропорции 70/30. Давайте. Да. Как доносить информацию до людей, или как правительство видит проблему донесения информации до людей, которые не говорят на румынском языке, на основном языке государственного аппарата в Республике Молдова и на языке, которым коммуницирует президентура, правительство и так далее? Как до них доносить? Потому что мы видим, что они целиком и полностью находятся во власти российской пропаганды. Как с этим? Есть у Да. вас какие-то решения? Давайте раскроем секреты Да, давайте. здесь в эфире. То есть мы, наверное, первое правительство со Дня независимости, которое очень активно работает и в социальных сетях, и с традиционной медиа. И у нас много контента на русском языке. То есть, например, та же Prima Sursa на Телеграме, да, это Да. первоисточник, на румынском и русском языке. Мы взяли с ребятами, коллегами, креативщиками, создаем контент визуальный тоже на русском языке. Мы сейчас запустили телеграм-канал новый, который называется «Правительство на русском». Он работает в последние 6 месяцев. Сначала это был тест, больше работа с журналистами, да, чтобы передавать коллегам, которые пишут на русском языке, информацию быстро проверенную с цитатами. Вы правильно сказали, кстати. Очень много сайтов, которые там невидимки, да, которые для того, чтобы только распространять фейки, они используют искаженный перевод официальных заявлений. Там человек изродя не сказал там что-то, что там пишут и ассоциируют там с этими цитатами. И для вот этого... Как буквально вчера, да, то есть женщина 80 лет от сердечного приступа умерла, увидев штраф. Во-первых, не Громаднейший умерла, фейк. Вообще, это было на но удивление. он распространился быстро. Да, и поэтому я говорю, вирализировать правду, ребята, то есть все, не только правительство, а все общество, мы должны помочь правде добраться к каждому уголку села. Вы же знаете, И это кроме... распространенное заявление, да? Пока правда наденет носки, ложь дважды обойдет планету, понимаете? Поэтому нужно дать хорошие носки для и для правды. Я буду настаивать над этим, а по-другому никак. Вот сейчас у нас Пасха, люди соберутся за столом. Ребята, поговорим об этом, поговорим о том, как распространяется ложь, поговорим о будущем страны, поговорим, как мы хотим видеть Молдову в будущем, да. Например, конкретно, вот президент страны, правительство говорит о 2 вещах. До 28 года мы сможем подписать договор о вступлении в ЕС. Это конкретная вещь, над которым мы сейчас работаем. Ресурсы финансовые. Раз кто-то имеет другую точку зрения, пускай скажут хоть одну идею рабочую, которая может помочь развить молдавское общество. Не только там критиковать там президента, премьера, правительства, такую глухую критику там, или там просто политические лозунги, а конкретно план развития. Представить эту платформу, представить конкретное предложение, а так без конкретики. И обычно так из-под тишка там по разным анонимным каналам проезжаются, по разным вещам. И первое, что я хотел отметить, что вы сказали на русском языке и румынском языке. Я просто-напросто был потрясен тем, был Vox, который вы сделали в Камрате, коллеги из ТУК в Тараклии, в Бельцах ЕСП, Newsmaker в Кишиневе по поводу создания публичного телеканала «Молдова-3». И профессиональные, то есть журналисты обычно они критически отнеслись к этой инициативе, то есть большинство так высказались. Я уважаю это мнение. Над инициативой сейчас работают и авторы, и коллеги в парламенте. А люди, то есть простые люди в повседневной жизни, они все говорили, крутая инициатива, да, мы хотим информацию на нашем языке, чтобы мы понимали, чтобы это было легко, чтобы это было понятно. И мне кажется, это важно. Людям нужно, с людьми нужно общаться и на русском, и на гагаузском, и на болгарском, и на румынском. Курсы румынского языка, больше денег нужно в это влаживать. То есть вот сейчас это правительство в последние 3 года организовало эти курсы, которые раньше не были. Они ужасно популярные в Гагаузии, в Бельцах. Люди из Приднестровья записываются очень в эту много программу. вопросов по поводу этих курсов. Улучшить нужно. Которые мы Улучшить не можем, кстати, нужно. получить ответ от Министерства образования, если Да, так, между нами. Ну, между нами и теми тысячами людьми, которые это смотрят сейчас. Да. Небольшой секрет. Но мы проверим и обязательно ответим. Какие самые большие вызовы перед вами стоят как главой пресс-службы правительства в плане коммуникации сейчас?
Окей, да, мы сейчас поговорили о том, как это воспринимается со стороны. Вы дали свой ответ. Теперь скажите, какие вызовы видите вы? Во-первых, самая главная проблема, мне кажется, на данном этапе — это просто то, что вранье и просто изменение понятий, Мгм. они оставляют очень болезненную рану в нашем обществе. То есть тот факт, что просто-напросто кто-то может написать любую вещь там анонимно, и потом это все там распространяется, или есть там внешние актеры, которые просто-напросто инвестируют огромные ресурсы, это, мне кажется, до сих пор проблемой. И те решения, которые есть у нас сейчас, они, конечно же, некоторые из них критикуются. Например, там у нас есть комитет, который рассматривает, кто владеет какими там телеканалами, да, Мгм. и это может некоторыми называться как цензурой. Хотя мы внятно объясняем, что мы не занимаемся никогда рассмотрением того контента, который производится, а смотрим на кто является учредителем той или иной компании. Это, мне кажется, важно, чтобы люди тоже понимали, там, кто управляет какими ресурсами. Тот факт, что нам приходится сегодня просто-напросто некоторые вещи э, до того быстро распространяется ложь, что иногда даже базовые вещи нужно быстро организовывать дебанк. Да? Например, я расскажу про вранье, которое касается много пенсионеров. Да? Когда есть разные онлайн-компании, которые говорят, что вот там определенные деньги, выигрыш можно выиграть. И у нас есть реальные люди, которые попадаются на эту уловку. Фишинг это, да? Это страшно. То есть люди могут потерять свои честно заработанные деньги. Я не говорю уже о политиках, которые эксплуатируют, то есть и используют свободу слова для того, чтобы манипулировать и там разъединять людей. Ребята, был такой вот советский мультик Давайте с жить котом дружно. Леопольдом. Давайте жить дружно. Это наша страна, одна страна. Она у нас одна страна. Поговорите с любым жителем Гагаузии. Мне кажется, в Гагаузии есть такое понятие, что вот обычно немножко иногда люди могут сердито это сказать, что, ну вы знаете, у молдаван там румынское гражданство, а у нас нет. То есть мы только Не, там не могут граждане так Молдовы. сказать. Есть некоторые люди, которые это говорят. Есть люди, которые, не зная того, что происходит в том же Кишиневе или Неспаренах или Унгенах, они исходят из той точки зрения, которую они услышали на местном уровне, например, на местном телеканале, который может пригласить там кого-то, кто специально там созывает и подает некоторые посылы. И поэтому мы все должны быть ответственны и внимательны как Хорошо, общество. просто мы сейчас с вами дискутируем, как бы, извините, я бы просто хотел расставить точки над «и». Вы понимаете причину этого всего? То есть сказать, что люди против румынского паспорта, я бы не сказал. Проблема Гагаузии в том, что Гагаузия видит Республику Молдова в большинстве своем, да, 90%, 97% людей, которые проголосовали на референдуме против Европейского Союза, видят республику. Они не видят Гагаузию отдельной частью от Республики Молдова, это тоже нужно сказать. Но они видят Правильно. Республику Молдова как часть Российской Федерации. И это проблема. И как это можно решить? Ну, Только я не знаю. общением. И у меня есть решение. То есть общение и коммуникации не только на уровне, там, не знаю, там, правительственной коммуникации, а политической коммуникации, социальной, экономической коммуникации. Я следил внимательно Мгм. за встречами премьера со всеми мэрами автономии, будь это район, там, не знаю, Вулканешты, там, Чадырлунга или Камрад. Я ни разу не встречал за закрытыми дверями мэра, который бы сказал бы там, что он не согласен с европейской интеграцией Молдовы. Наоборот, все говорят, что это проекты и развитие. Вот эти люди не должны говорить правду только премьеру в лицо, а потом идти туда и там из-за того, что там Шор дает какие-то А премьер подачки. задавал им эти вопросы? Конечно. И, Очень и откровенный и разговор. что они на Очень это откровенный. отвечают? Кстати, мы должны там конкретно поговорить о каждом случае, потому что ответы разные. Но что я хотел сказать и обобщить об этом, это то, что центральная власть всегда открыта к автономии. И мы хотим решать проблемы людей на местном уровне. Поэтому
у нас кольцевая дорога вокруг Камрата, которая позволяет продукты, произведенные в Гагаузии, Правильно. привозить в другие города. Поэтому у нас сейчас Вулканешты дорога, я вам рассказывал, сейчас Кольцевая можно дорога, да. добираться в Вулканешты быстрее. Поэтому, например, важна память совместная. Вот в Авдарме музей депортации, например, да, вот об этом нужно все вот говорить и разговаривать. Но это работа и на местном уровне. Просто-напросто Ну, давайте мы сейчас на человеческие местный ценности. уровень вернемся. Вы сказали слово «дебанк». Да. У вас нет ощущения, то как бы, опять же, со стороны видно, что коммуникационная политика правительства и вообще как бы государства, понятное дело, тех, кто находится у власти сегодня в государстве, Да. она более реактивная, чем инициативная, да, то есть как бы вы реагируете на какие-то фейки, и такое ощущение, что вы теряете инициативу. Что вы на это ответите? Я с вами согласен, что в последнее время много акцента было на дебанкинг, и это не самый эффективный метод. Но это как и в рыночной экономике. То есть получается черри и оферта, как по-русски. Спрос-предложение. Да. То есть если и журналисты концентрируются на дебанке, да, то есть это мы видим. Ну, я Но- согласен с тем, что это неэффективно. Пока ты опровергаешь, что сказал Богдан Цирди еще налепил Да, 200 фейков. но что я хотел сказать, что проактивно, у нас очень активная проактивная повестка, которую я, кстати, ранее в передаче объяснял вам про то, вот самые главные решения, которые мы принимаем, и потом мы уже далее коммуницируем, которые меняют жизнь людей в лучшее, да, то есть, например, ну, я дам пример последний вот с бюджетом плюс, или, Мгм. например, с индексацией тех же пенсий. Опять же, проактивно прокоммуницировано, а потом, исходя из этой информации, внутренние там актеры, включая политические, начали там распространение фальши по поводу этой темы. Например, 10% рост пенсий, люди там обсуждали, мол, это 1 лей 92 баня, не объясняя людям, что там индексация, которая обычно делается по инфляции, который был 6,97, и этот которое потом правительство повысило до 10, плюс 1,92, это совсем другие Кстати, вещи. откуда вот этот 1,90, на Ли 92 повысили? Там министр Бузу объяснил очень внятно. Было принято две вещи. Первое — это индексация, которая была выше, чем инфляция, то есть это было 10%. То есть пенсия 3000, получаешь 300 лей Сверху. сверху. Рост. Рост. 1,92 — это другая формула, это как бы другой проект, при которой сравнивается прирост экономики. У нас прирост экономики там был 0,1. Да. Там есть формула подсчета, да, и из этой формулы каждой пенсии дополнительно есть этот прирост. То есть если у нас экономика будет иметь прирост там 15%, это значит, что в будущем, кроме индексации, которая у нас была выше инфляционного уровня, есть и дополнительный прирост, который пенсионеры получают как бы дополнительную надбавку. То есть это два источника дополнительного дохода. Но те, кто хотели забрать этот результат, потому что пенсию, когда человек получает 1 апреля, Да. то есть с середины марта по 1 апреля было идеальные 2 недели рассказывать пенсионерам ложь о том, что надбавка будет в 1 лей 92 Ну вот я и баня. говорю, они про проактивность, да, то есть как бы... Но это было после того, как была объявлена индексация в 10. То есть, например, если бы индексация была бы там 6,9, все бы говорили бы, а почему не больше? А за коммуникацию Министерства социальной защиты вы отвечаете или... Нет, там у них есть тоже свои коммуникаторы. Кстати, министр прокоммуницировал, он имел пресс-конференцию. Нет, я понимаю, просто там уже Я абсолютно не сомневаюсь в профессионализме Алексея Бузова, да, тем более, как бы... Он тоже, кстати, из МПО, и мы с ним тоже работали в некоторых проектах. Но там с Министерством социальной защиты, как минимум в этом году, два таких небольших, не знаю, как, если правильно это назвать, таких провала. Особенно, когда начинались компенсации. Понятно, все это устаканилось. Но когда стали приходить первые компенсации, там прошел, когда люди стали получать первые платежки с компенсацией, там она уже в платежке. Да, перевод. вы Да, имеете в перевод, виду- потому что, да, там
люди ожидали, что они будут получать в эквиваленте столько же, сколько и в прошлом году. Оказалось, что правительство в этом году как бы будет сохранять на том же уровне, но все пропорционально в зависимости от этого. Кстати, вы И это с сейчас этой точки зрения было очень плохой коммуникацией с моей точки. Хорошо, смотрите, ну сейчас вот в конце программы компенсации вы видели люди, которые бы сказали, бы, ну, не знаю, там плохо там получили. То есть получилось так, что реально за эти 4 месяца люди получили там примерно там 4000 лей по максимуму, если смотреть дополнительно. То есть Нет, это я что огромнейшие хочу сказать, ресурсы. что у них было, ну, у недругов, да, то есть у противников было где-то неделя-две для того, чтобы раскачать Использовать это. недовольство. Вот эти вот краткосрочные всплески недовольства, они, с вашей точки зрения, влияют на стабильность и, скажем так, как сказать, э, в обществе вот этот баланс хрупкий, который мы сохраняем? Но я согласен с тем, что Потому что это же может быть использовано. Да. любые проемы правительства будут использованы политическими игроками. Но в этом и состоит плюрализм мнений. Проемы вы имеете в виду неудачи в коммуникации? Что вы имеете И в не виду? только коммуникация, любое Приемы, да? решение. Да. Например, любое решение. Вот э, белая бумага. Да. И если вы политик другого мнения, вы можете принести аргументы, даже в формате Карл Поппер, что эта бумага черная. И будут люди, которые будут согласны с вами по этому Карл поводу. Поппер — это формат дебатов, который для Да. школьников И обычно. есть пример даже на международном уровне, вот не только в Европе, в Соединенных Штатах. Мгм. Просто-напросто есть определенные, там, не знаю, там, люди берут на веру вещи, которые там говорят определенные политики. И поэтому наша роль как ответственного правительства, как правительства, которое думает о людях, которое помогает людям, это повторять, объяснять и как можно быстрее вирализировать эту правду. И правда не всегда популярная, кстати. Иногда люди будут верить там какой-то конспирации, чем верить тому, что там все очень просто. И нужно Ну, тут мы смотрим активно. по тому, что читает аудитория. Скандальчики больше заходят, да, то есть как бы некоторые скандальные вещи. То есть попытка коммуницировать а, с чувством, с толком, с расстановкой, рассказывать о тех позитивных вещах, которые были сделаны, оно не... Обычно люди такие материалы не читают. То есть люди смотрят, где есть скандал какой-нибудь, да, там кризис и так далее. Вот тогда возникает всплеск интереса к медийным материалам. И, кстати, дезинформация, которая извне приходит в нашу страну, она еще имеет одно направление. Мгм. Показать, что госструктура страны неэффективные. Это, кстати, очень многие в самой Республике Молдова и даже те, от которых ты этого не ждешь, да, то есть такие проевропейских взглядов, они тоже очень активно толкают этот нарратив, но аргументов не дают. Ну, Что это, вы на это кстати, ответите? Что интересно. правительство неэффективно, науку чини, найку чей и так далее. Вот это, да? Я в своей жизни видел разные форматы команд и правительств. И, конечно же, я субъективный источник, потому что я являюсь пресс-секретарем правительства, Да, да. нынешнего. Да. Но для меня что важно, это то, что это правительство, то, что обещало 2 года назад, когда принимало голос доверия в парламенте, Мгм. и сейчас это правительство реализовало. Это раз. Два. Премьер-министр, его команда, президент страны — это люди, которые работают, консультируются с людьми на местах, которые работают над сплочением общества. И это видно и в официальных заявлениях, это видно и в принятых решениях. Некоторые, опять же, критикуемые, и, включая и людьми, которые, там, например, голосовали за эту команду. Но очень важно, что эта команда имеет один приоритет. Это помочь людям в Республике Молдова улучшить жизнь, благополучие и необратимость европейского курса как гарант мира и даже в русском языке есть такое слово нормальности, да, то есть просто-напросто, чтобы мы нормально жили и нормально развивались. И мне кажется, вот с этим эту задачу правительство исполнило на все 100%. Возвращаясь к Гагаузии, у нас осталось буквально еще минут 5-10. Хотелось бы вот, чтобы вы раскрыли больше деталей, насколько это возможно. Я понимаю, что вы не можете раскрывать все детали. И я бы хотел, что называется, зайти в этот разговор с того, что вы сказали, что на встрече с этими примарами
вы не видите никого против, или практически все, исправьте, если я вас правильно понял, да, или неправильно понял, что нету тех, кто против европейской интеграции, потому что они видят в этом перспективу развития, и понятно, им нужно развивать села и города, и единственный источник финансирования — это Европейский Союз через программы правительства или напрямую. Но мы также видели ситуацию на, скажем так, на конституционном референдуме, да, когда примар вроде, с одной стороны, к тебе на дебаты пришел зампримара, который рассказывает, что да, все классно, супер, там европейская интеграция — это правильный проект развития и так далее и тому подобное. И тут же через час идет и поддерживает, участвует в предвыборном мероприятии кандидата, который, ну, по сути, выступает против европейской интеграции. Как вы это объясняете? И это, кстати, не только Гагаузия, да, то есть. Во-первых, здесь я хочу сказать, что мудрость нашего народа, она должна показать и на будущих выборах, да, то, что мы умеем рассеивать людей, которые говорят правдиво и которые делают действия для того, чтобы исполнить свои обещания. Те Рассеивать, что люди, вы имеете в виду? ну, Выявлять? просто-напросто люди, которые врут, вот которые, например, Ага. приходят и говорят публично одно, а потом делают другое, это люди, которые просто-напросто лукавят, да. Ну, не знаю, если вы религиозный человек, но я религиозный человек, то есть для меня, ну, не знаю, там, соврать, это грех. Ну, я не буду там спать хорошо, если бы я должен был бы там врать целыми днями. Я уверен, что и эти политики, некоторые из которых, к сожалению, продажные, я думаю, они тоже должны понимать ответственность Мгм. роли, которую они имеют. Но сила всегда в руках людей, Мгм. которые могут голосовать, исходя из принципов, в которые они верят. И сколько люди будут голосовать за людей, которые вот так имеют такие вот ценности, столько эти политики и будут находиться в этих должностях. Как только люди будут голосовать за людей, которые и компетентны, и правдивы, и исполняют свои обещания, тогда мы сможем сказать, что мы как бы ответственно относимся к этой демократической основе. Но в Возвращаясь гагаузском, к вопросу, да, да. в гагаузском контексте сейчас Вы понимаете, что, ну, как, окей, если они видят в Европейском Союзе перспективу, что им мешает четко прийти и сказать: вот, уважаемые сограждане из гагаузской автономии, или там уважаемые односельчане, или там, не ну, знаю, люди говорят, сторонники. Михаил, Ну, люди говорят, например, есть пример мэра Камрата, например, да, который ну, публично на встречах. слушайте, мэр Камрата сказал, но весь его совет и его зам поддержали немножко Ну, другой это курс. вопрос, который, И например, одного мэра Камрата, даже если он сам взял на себя такую смелость, недостаточно, вы же понимаете. ну, нужно общаться, нужно говорить с людьми. Я хочу дать пример мэра Вулканеш, например, да, когда вся команда Шора агрессивно набросилась, он представитель социалистов, Да. кстати, очень агрессивно набросилась на этого человека. За что? Я на своих глазах видел, как распространяется ложь. Я взял, там было 20 или 30 шер, и разные там чиновники из Гагаузии репостили эту историю с гагаузским флагом в А Вулканештах, как вы да? объясняете, что вы ответите тем, кто говорит, что он должен был быть Но подписан? что я могу ответить? Я написал каждому там под комментарием, говорю, прекратите врать. У человека флаг В чем Гагаузии ложь? и Да. перед зданием, и на Мгм. здании, и в кабинете. И там, что был флаг Молдовы и Европейского Союза, ребята, откройте законодательство, откройте закон по флагу. Там прописано, что когда есть флаг Молдовы, есть и флаг Европейского Союза, когда участвуют, есть официальные мероприятия. Это прописано. И тот факт, что есть такие дешевые заявления, мол, ну, европейский флаг — это какой-то флаг, не прописан нигде. Откройте закон. Но то, что достоинство человека было унижено, тем фактом, что из него сделали какого-то там человека, над которым нужно там собирать там Константинова, чтобы он там экстренно делал заявление, чтобы было стыдно человеку, который брал такое интервью. И я хочу сказать сейчас объективно, как человек, который работает с прессой. Мгм. Вот какой ты журналист, когда перед тобой глава собрания, и Народного зама. ты народного собрания, и ты берешь там и задаешь вопросы, которые там попросили, мне так кажется.
Если вопрос нужно обсуждать, позвоните. Почему мне никто не позвонил? Почему мне никто не позвонил? Даже вот ребята из ГРТ обидятся, но мы потом на другой передаче, в другом контексте, да, я этот пример подал, и меня сразу завалили вопросами. А что там с флагом? Ну почему вы меня не спросили сразу об этом? Как-то делали репортаж. Ну, это только маленький пример. Это только маленький пример. Но что я хотел сказать этим примером, что наш народ, то есть люди, которые живут в селах и городах нашей страны, не только в Гагаузии, они не хотят видеть раздор, не хотят видеть, как люди ссорятся. Люди привыкли, что политиков, которые они выбирают, они сидят, договариваются и решают их проблемы. То есть это правительство, господин Ричан, госпожа президент, они реально думают, вот как решить там одну другую проблему, как помочь людям. Поэтому, например, вот эти миллиарды лей, которые могли пойти там на дороги, на инфраструктуру, были поданы для того, чтобы помочь людям в холодный период времени и дать вот эти вот ресурсы на это. Поэтому сейчас новые ресурсы будут на развитие проектов, чтобы помочь нашей экономике. И мы сможем выиграть как общество, Михаил, только тогда, когда вот мы поможем вирализировать правду, и мы поможем людям понять не только на официальном уровне, но на бытовом уровне, что вот 1+1 это 2. Только так. И мой личный опыт показывает, что когда ты общаешься, когда ты разговариваешь с людьми, люди все понимают. У нас мудрые люди. И все понимают. И людям нужно объяснять. И иногда, как вы отметили, с таким оптимизмом, который свойственен мне. И я буду с добротой далее. Я буду с добротой общаться с людьми, может, которых я не буду уважать за то, что они врут. Я буду говорить с эмоцией, когда я буду видеть, что просто-напросто используют энергию людей для того, чтобы создавать раздор. И мне кажется, что будет мудро и для гагаузов в южной части нашей страны просто-напросто иметь повыше стандарт людей, которых избирает на эти высокие ответственные должности. Вы еще на это надеетесь? Я надеюсь. Я верю в это. Угу. Я верю в это. И что я хотел сказать, мы находимся сейчас в Кишиневе, да, и я считаю, что министры, депутаты парламента должны как можно чаще приезжать, ездить по регионам. Я знаю, что, например, я знаю пару депутатов, я знаю госпожа Давыдович, я знаю госпожа Николаевская Онофрей, другие коллеги, они тоже разъезжались, но людей, когда избирают на должности, вот мы не должны забывать, вот у американцев есть такая традиция: позвони своему конгрессмену. Угу. Просто-напросто позвони. И вот каждый день звонить и просить. И в Гагаузии Господа тоже. Давидович, у него сейчас может быть это самое. У всех, то есть у всех звонить и просить. Это решить. И на местном уровне тоже. Там международное собрание. Конечно. Столько ресурсов. Унде бану келтуит. 1,5 Куда миллиарда. тратятся деньги? 1,5 Это миллиарда важно. лей, да. Да. И еще что хотел быстренько добавить, это то, что мы и впредь будем ориентироваться на то, чтобы помогать конкретно людям. Из разных сел, из разных городов. Потому что люди, кстати, они не говорят про геополитику и там одно другое. Люди говорят конкретно. Такс, у нас садик нерабочий. У нас с водоснабжением проблема. У нас там фермерам нужно помочь. Конкретика. И вот эти проблемы будем решать. И все будет хорошо в Молдове. Господин Вода, на этой позитивной ноте я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли с нами поговорить. Друзья, это был Даниил Вода, пресс-секретарь правительства Республики Молдова. Ставьте лайк этому видео, ждайте шер, отправляйте своим знакомым, близким. Увидимся в следующем выпуске программы «Цена Свободы+». До свидания.